Выпрямители переменного тока. Рассмотрим три вида выпрямителей переменного тока. Одно полупериодные. Вот источник переменного тока, трансформатор. Выпрямление осуществляется при помощи полупроводникового диода и подключается нагрузка. В этом случае диод, вот этот треугольник, указывает направление тока, когда он открыт, стрелка. Вот эта вот черточка, она как бы нам показывает, что здесь ток не пропускается в обратную сторону. Так как у источника переменный ток, меняющий направление в течение времени, меняющий значение и направление тока, то он бежит в одну сторону и, следовательно, наводит направление такое же тока, то бежит в обратную сторону, так пунктирно рисуем, и наводит здесь через АДС, наводит во вторичной цепи ток обратного направления, то есть в одну, в другую сторону. В определенный момент, полпериода, диод пропускает ток, в обратное направление он не пропускает ток. И мы получаем во вторичной цепи периодическое значение тока. И это называется одно полупериодное выпрямление. Одно полупериодное выпрямление переменного тока. Двухполупериодные выпрямители выпрямляют и прямое, и обратное направление тока. Для этого подключаются диоды параллельно к нагрузке. В этом случае, когда у нас тут приложено напряжение переменное, когда направление тока в одну сторону, этот диод открыт, так, здесь в этом случае направление тока вот такое, и он закрыт, не пропускает, и через нагрузку идет ток. Когда направление переменного напряжения меняется, во вторичной цепи также меняется направление тока. Диод здесь закрытый, зато открывается второй диод. И направление в нагрузке все равно остается таким же. Мы получаем пульсирующее напряжение и ток в нагрузке. Он имеет одно постоянное направление, но меняется по значению от максимального до нулевого значения. Мостовая схема выпрямителя включает в себя 4 диода, включенные по схеме мостика. К двум точкам подключается переменное напряжение, и с двух других точек снимается постоянное напряжение и идет на нагрузку. Посмотрим, каким образом происходит выпрямление в мостовой схеме. Если мы изобразим вот таким образом, у нас течет ток и проходит, в данном случае ток идет
по вот этому диоду. Дальше идет через нагрузку. Вот ток в нагрузке. Проходит по вот этому диоду, который открыт, и возвращается. То есть у нас замкнутая цепь. Смотрим обратное направление. Когда напряжение в сети поменяло направление, ток открывается этот диод, вот этот закрыт. По нагрузке направление тока не поменялось. Теперь этот диод для нас открыт, и мы замыкаем цепь. То есть вот так направление тока в нагрузке не меняется. И мы тут опять получаем выпрямленный пульсирующий ток в нагрузке. Чтобы убрать пульсацию, применяются сглаживающие фильтры. Допустим, если у нас одно полупериодное выпрямление, то параллельно нагрузке подключается конденсатор. Вот наш ток, однополупериодный. А конденсатор, он всегда против изменения напряжения. Если вот в этот момент напряжение у нас падает, то он накапливает в себе энергию. И потом ее отдает. Здесь, когда напряжение повышается, он заряжается. И когда напряжение падает, он опять его отдает. Тем самым происходит сглаживание. Сглаживание полученного результирующего значения напряжения.